Здравствуйте, у нас сегодня будет проводиться мероприятие, так называемое... Или вспомнить былое и приехать. Вот своим правильным примером вы подойдете. Когда ты столько народу в последний раз видела на велосипедах? Вот, зеленый. Финиш. А? Как идешь, с кем гонять? Хотим авторитетное мнение узнать. Ага, говори. Так, во-первых, поздравляю с приобретением нового велосипеда. Перед вами экстремальный велосипедист. Так, и человек легендарный. Световозвращающие элементы. Сразу. Нет, не на руку, на велосипед как раз, чтобы было еще более заметно. Да? Ну и потом уже будем знать, как. Так, пока что минут 10 остается до начала мероприятия. У нас есть уникальный обзор, да, то есть уникальная возможность обозреть вот этот велосипед классный. Это аналог GT Uebalanch с подножкой, с неизвестной системой, с пыльником, который разрушился, под вилку 1 дюйм. Вилка, кстати, кривая и с электронной, да, втулкой, генератор Для фонарика. Да. Также мы тут видим приключение только заднее, шифтерное, и сидушка женская, переключатель очень древний Shimano TZ. Можете в комментариях оставить, это оригинал или нет. На болтах, кстати, и спереди, и сзади. Это говорит о том, что велик все-таки городской. И защита цепи. Возможно, это даже очень-очень древняя версия. Может быть, даже это прародитель GT Avalanche. Сейчас мы возьмем комментарий у Александры. Не надо. Александра скажет, где пропадала все эти годы, чем занималась. Я не пропадала. Дома катала. Дома по городу, сидела. По городу катала. Что за допрос? И чем занималась? Во что играла? Нет, ни во что. Ни во что. Ладно. Мария, привет. Что вы снимаете? Мы снимаем комментарий, берем у вас. По какому поводу? Вы сегодня пришли послушать лекцию, да? Да. Угу. И что вы собираетесь получить? Я хочу получить знания о правилах дорожного движения на велосипеде, на дороге именно. Потому что у тебя недавно был... Потому что, да, у меня недавно был случай, когда меня остановили ДПСники. И наругали. Да, Очень сильно. очень сильно. Угу. Поэтому сегодня вы в шортиках таких, да? Жарко. Да. Леонид, Да. ты как эксперт В чем это я эксперт, ладно? в области экстремальных ситуаций, да, эксперт. скажи, что сегодня ты хочешь получить у людей? Что я хочу в сегодня форме, получить? Какие-то вопросики ты хотел задать, да? Ну нет, я хочу, чтобы они... Я хочу осветить ту ситуацию последнюю по поводу дорожно-транспортного события определенного, вот, рассказать, как я поступил, как все получилось, как я что сделал. Ну и, конечно же, хочу обратную связь, чтобы Короче, люди задали для вопросы. участников это будет практически семинар, да? То есть люди на практике увидят тот реальный случай, который с тобой произошел, и сотрудники скажут алгоритм правильных действий. Да, Как я вот хотел бы, чтобы вот именно сотрудники по правилам движения, чтобы все объяснили, по ситуации этой тоже объяснили, как правильно это делать, как нужно делать.
Мгм. Ну, соответственно, я уже там, если люди захотят, расскажу, как я сделал. Хорошо. Ну и надеюсь, если будут медики, кто-то медицинским образованием, да, чтобы они тоже подсказали, как себя вести Мгм. в данной ситуации. Хорошо, спасибо. Так, также у нас есть Андрей. И он Всем привет. Да, всем привет. Вы сегодня пришли на лекцию, чтобы узнать, ну, что больше всего вас интересует в этой именно лекции. Ну, просто надо же больше узнавать. Или раздувание. То есть, пока мы... Таких конкретных вопросов себе не задавал, Мгм. но просто образовательный. Ты правильно Что делаешь, было? что там стоишь и Мгм. делаешь. Хорошо, спасибо. Так, тут у нас девушка Инна. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Можете рассказать, Ой. что вас заинтересовало в этой лекции? Что хотите узнать, да? Ну, узнать правила, как ездить. Вы недавно на велосипеде, да? Нет, два, уже третий год. И до сих пор как бы... Ну, просто Есть вопросики? Еще, ага. Ага. Лишним никогда не будет. Мгм. Хорошо, спасибо. А вы у нас, видимо, точно новенький Да. велосипедист, да? Да, да. Первый год? Нет, езжу я много лет, но так за компанию выбралась. Зубы у вас очень модные, сразу. Да, спасибо. Ага. Будете украшать. У вас что за блог? У нас блог Макса Портнягина. Это топовый велосипедный блог в Якутии. У него уже более 7000 пользователей его смотрят. Мгм. Туда, извиняешь, Не хочешь, да? Ну вот, у нас есть супер экстремальный человек Гаврил. Нитью накаливания такая, Да. короче, скорее всего. Сегодня ты хочешь посетить вот этот второй урок, да? Да. Мгм. Что хочешь узнать? Ну, что Первая же встряска. правила дорожного движения, да? То есть у тебя есть боль в этом, да? Да, Поэтому когда-то попадал в ДТП. м, О, 16 15 лет. мгм. Машина сбила. Ты уже готовишь вопросы, да? Ну вот. Взял блокнот, уже записываешь блокноты, которые будешь задавать. Хорошо, спасибо. Кому еще надо? В принципе, еще есть. А у меня есть 4 велика, можно еще? Хоть 10. Не, Майкл, всем не хватит. Сейчас еще подъедут. Еще есть. Еще есть? Еще есть чуть-чуть. Ну, еще подойдут, еще дадим. Ну, в принципе, понятно, да, вот смысл вот этих возвращающих элементов, это, так сказать, основная защита, можно сказать, велосипедиста и пешехода, в общем, да, от того, чтобы водители вас уже заблаговременно заметили и, в принципе, приняли меры, бросить скорость, ну и так далее. Хорошо? Возможно, эти вещи спасут вам жизнь. Да. То есть, Возможно, если, да. Уже прибавит несколько процентов. Да. Да, конечно, нужно. О, какие люди! Можно даже второй, если дети Вот есть, кто детям тоже у нас. нужно. Здравствуйте. Здорово. Держите. Здравствуйте. Вот там. Можно сразу два. Нет, не на руку, а на велосипед как раз. На велосипед, я думал, это стяжка на ногу, отражающая. Ну, надо ляпать, короче, потом на мой перевешиваем. Можете на велосипед. Заводила комментарий, дашь? Прошу, Да. на сцену. Чего? О чем Вот на говорить? фоне 100 лет есть, сэр. Сразу Хотите приехал, музыку сразу зачем выключить, это у меня тут. Ой, боржок Это играет. самый главный комментарий будет. Мгм. Давай. Так, ну, зачем вы сюда приехали? Вообще, Что на самом хотите деле, узнать? сегодня буквально случайно нашла в Инстаграме. Вот. Решили вспомнить былое и приехать пообщаться с народом и заодно вспомнить правила дорожного движения. Вот. Да. Вот как-то Хорошо, так. спасибо. Заодно по поводу велосвадьбы уточнить, что там, как делать. Ну да, реклама велосвадьбы, интегрированная реклама. Вы новая велосипедистка, да? Да. Мгм.
Можете немного рассказать о себе? Ну, я недавно катаюсь. Просто пришла посмотреть. Это ваш велосипед? Да, поехать. Вы недавно катаетесь на велосипеде, уже купили супер прокачанный велосипед с амортизаторами фирмы DT Fly. Это, видимо, топовый бренд в Якутске на данный момент с сидушкой для защиты, да? Ну, вы пришли сюда узнать о правилах дорожного движения, да? Кроме этого, хотите обезопасить свой велосипед, будут участковые, получается. Ну вот, они могут рассказать, что грозит в случае, если вы будете использовать вот такие тоненькие замочки. Вы храните велосипед где? Я дома. Дома, да? Ну, хорошо. Спасибо. А тут будут и машины, и велосипеды. Вот знак, что будут это сделать правильно. Ракеты ты видел? А где ракеты? Сразу перекину? В телегу? В телегу? Ракета опять где-то в самом конце спрятался, чтобы его не видно было. Бросайте мероприятие, настрой мне лучше переключателя. Побраться. Че, Макс, сегодня вы пришли сюда... Поехали минимум 40 Нет. километров в час будем ехать. Сегодня вы приехали сюда, чтобы что? Ты расскажешь, не знаю, программу мероприятия. Узнать правила дорожного движения. Потому что в прошлом году у тебя был инцидент. Да? Кто будет это рассказывать? Отлично. Витек? Витек, Че, сколько стартов? сейчас стартанем скоро. Без вот с этого вот. Как раз сразу. Приехали Анна и Кристина. У Кристины новый велосипед. Ну там кто еще доедет, там Здравствуйте, у нас сегодня будут проводиться мероприятия, так называемое для безопасности велосипедистов, именно обеспечивающие, как говорится, безопасность дорожного движения, ну и в принципе в целом, чтобы велосипедисты были защищены не просто, а уже в целом, как говорится, знали, что они должны и в принципе, что им также запрещено. Это по безопасности дорожного движения. Наверное, все знаете, если катаете, да? Правила дорожного движения. Вы, как говорится, полноценные участники дорожного движения, и поэтому обязаны, вы должны соблюдать правила дорожного движения. Самое главное, то, что у нас запрещается велосипедистам, это то, что у нас большая половина наших людей велосипедистов проезжает в городе по пешеходным переходам на велосипеде, что ни в коем случае нельзя. Ну и, соответственно, запрещается правилами дорожного движения. Ну это, в принципе, небезопасно, если сказать. Ну и велосипед у нас является самым уязвимым участником дорожного движения. Ну и тем более, если дети катаются, еще больше. Поэтому вот своим правильным примером вы подадите нашим ребятам, детям, да, в будущем, чтобы они уже соблюдали правила дорожного движения, правильно переходили дорогу, именно переходили в пешем порядке. Ну и там уже в парке встретимся и уже более глубже все нюансы обговорим. Хорошо? Ну и сейчас все, соблюдая правила дорожного движения, сперва получается по парку проезжаете и потом уже по велодорожке, как положено, и встречаемся в парке уже. Хорошо? До определенной части. Ну, к сожалению, у нас не везде, но согласно правилам дорожного движения, буквально через одну разберем минуту нюансы. все Хорошо? собираемся, садимся на велосипеде и, соблюдая правила дорожного движения, мы поедем через парк до объездного шоссе, получается, и там по новой велодорожке. Кстати, многие из вас еще не ездили там по новой дорожке, она очень классная и ровная. После этого мы с поворотом налево, соблюдая правила движения, также поедем в парк Юрдел
там поднимемся, и на смотровой площадке у нас будет очередной образовательный модуль. Первый модуль собрал около 20 человек и вызвал очень большой резонанс в велосообществе. Много людей писало нам в личку, что хотят вот то-то провести, то-то, просили, чтобы кого-то позвали. Также на нас вышло ГАИ. Вчера также полицейские захотели поучаствовать в теме по безопасности велосипеда. Поэтому у нас 3 темы, это получается даже 4. Получается, ГИБДД расскажет о том, как обезопасить себя, правила дорожного движения, плюс еще ответит на вопросы. Кроме этого, у нас есть волонтер-медик. Он расскажет о том, что делать в случае ДТП с велосипедистами. То есть часто вот каждый день мы видим сводки, тоже как велосипедистов сбили. И вот случаи он основные расскажет про то, что какие вообще могут быть переломы, там, сломы, раны там, и так далее. Также второй модуль, как я сказал, участковые, расскажет о том, как обезопасить велосипед, потому что они каждый день с этим сталкиваются. Там, у них в день по сотне велосипедов на регистрации, уже больше 5000, наверное, ворованных велосипедов. И еще у нас тема 4 будет, это велосипед как экологичный вид транспорта. Ну, как мы видим, с каждым годом население растет, люди пересаживаются на автомобили, тем самым у нас создаются большие пробки. А более сознательные граждане, они, ну, как бы имеют автотранспорт, но еще и покупают велосипед. То есть в свободное время они катаются на велосипеде, не загружая транспортный поток, тем самым, как бы, делая добро другим людям. Ну, в принципе, все. Можете садиться на своих коней и стартуем. Погнали! Привет! Осторожно, там за вами велосипедистки. И предводитель их Леонид, голый веллер. Вы последняя, да? Нет, еще там есть. Знал ли ты, Витек, что столько народу будет? На шлем смотрю. Еще пара же была. Да, да. Нет, они не поедут. Они ДСК поедут. Я тебя там вначале потерял. Че, как тебе?
Чего, не как? А? Когда ты столько народу в последний раз видела на велосипедах? Ну, а тут сколько? Человек 30-40? 37, почти 40. Ничего себе. О, грандиозно большое количество людей, кстати, для такого события. О, зеленый. Поздравляю с приобретением. Пока что по асфальту нормально. Так, пока что ждем людей, которые в магазин заехали. Сейчас, кстати, там наверху уже больше половины наверх уже поднялась. Маша, в чем секрет твоей скорости? Первая скорость. Одна скорость? А? Я еду на лайте. В то время как сзади все мужчины напрягаются. Финиш. А? Даже девушки обгоняют. Да это же самая быстрая девушка. В самом начале спринтанула, а потом кончились силы. И умер. Че, Андрей, в чем сила? МТБ вот, Гревел вот. Макс Ракета опять что-то хочет рассказать, да? Голый Веллер. Подписывайтесь на него.
Наша учебная катка медленно превращается в пеший поход. Тут люди на мерседесах разъезжают в белых рубашках. Скорее всего, это участковый полиции. В этот раз отправьте через этот документы. Почему? Потому что этот миллион занимает А, в прошлый раз. Хуже было. а, Сейчас понятно. меня Постоянно наши участницы. О, Ия, я впервые вижу то, что ты пешком поднимается в подъем. Это сенсация. На первую полосу Якутск-Черни. Недалеко, 40 километров. Это Дима, Яра и их компания. И давайте похлопаем, то, что у нас сегодня праздник такой. Это вторая учебная катка. И народу побольше, да? Да, народу уже раза в 3 побольше, чем в прошлый раз. Сразу видно, да? Есть эмоции. Так, и получается, чтобы не задерживать, мы уже сказали то, что у нас в программе будет, да? И передадим слово Владимиру Ощепку, он у нас сотрудник ГИБДД. Ну, давайте сразу познакомимся, да. Меня зовут Владимир Федорович Ощепков. Я являюсь инспектором отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД города Якутска, ну, республики. Ну, в общем, почему мы сегодня собрались, да? В принципе, организаторам большое спасибо, то, что такие мероприятия проводите, да, сразу скажу. Ну и в принципе и в целом, что такое велосипед и с чем его едят, да, и для чего, в принципе, это все как бы понятно. Мы взяли для того, чтобы кататься спокойно, не тратить, так сказать, какие-либо денежки на то, чтобы заправить его и так далее, да. В целом это экономичное, да, ну и безопасное транспортное средство относительно. Если вы соблюдаете правила дорожного движения в целом, и тогда у вас будет более-менее безопасно. Но это опять же не в 100%. Даже если вы соблюдаете правила дорожного движения, вас могут сбить. Потому что велосипед, в принципе, да, это у нас самое, как я говорил уже, да, самое уязвимое транспортное средство. Ну и тем более, когда ими управляют дети, которые в принципе не понимают дорожную обстановку. Вы сами понимаете, да, видите, у нас в городе очень много транспортных средств, да, ну и в принципе водители тоже сейчас уже более-менее уже относятся, да, то, что, ну и в принципе понимают. Ну и более-менее понимают, что уже у нас велосипедистов стало много, ну и с каждым годом их у нас опять же увеличивается, да. Но самое главное, то, что удручает, конечно, сейчас, у нас практически каждый день происходит дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедистов. Взрослые, они, можно сказать, отделываются лишь испугом, ну и, соответственно, горе еще то, что колесико сделало 8. Ну и потом его надо будет делать, либо покупать. Это в лучшем случае. Ну а в худшем уже у нас дети не знают правила дорожного движения и катаются там, где им
в принципе не положено. Ну, надеюсь, вы как взрослые, наверное, все знаете, со скольки лет можно кататься на велосипеде по проезжей части. Ну, ей можешь молчать, я знаю, что ты знаешь. Так. 14. Ага, допустим. Еще какие варианты? Кому больше? 16. 16. Ну, давайте не стесняйтесь, ребята. Все равно как-нибудь этот. В любом случае, надо. Если он... 30. Вообще. Ну, понятно, ладно. 21:00. Быть дома. А кто вообще заглядывал в правилах дорожного движения и знает главу для велосипедистов? Я знаю этого человека. Вон он, в очках. Денис зовут. Ну, допустим, какая глава, ладно. Там есть глава такая, да, я не знаю. Да, специально вот для велосипедистов есть глава отдельная, где 2.1. прописано, что можно и что нельзя. Да? Ну, ей, наверное, скажут, какая глава. Я не помню. Уже? А, ясно. 28.4. 25 глава у нас есть такая хорошая. Никто не попал. Ну и по возрасту тоже, в принципе, с 14 лет попали. 16 тоже никак. Но есть правила дорожного движения, конечно, там, ну, в принципе, относительно понятно, то, что можно кататься на проезжей части с 14 лет. Но опять же, там конкретно прописывают то, что нужно кататься по велосипедной дорожке. Но, к сожалению, у нас в городе их практически нет. Ну, уже радует то, что они появляются. 202, 203, вот на объездном очень хорошую, большую сделали, да? Ну, самое первое у нас, кто знает, где есть велосипедная дорожка? Это поэтому 50 лет. Самая первая велосипедная дорожка у нас в городе. Вот, аэропорт. Самая первая у нас велосипедная дорожка, где поставили знак. Велосипедная дорожка. Ну и в принципе, она как вело и пешеходная Сейчас, дорожка. когда Да? мы ехали, там до знака не было, что-то. А сейчас, получается, вот на объездном есть конкретно отдельно, вот в начале, в самом, да, с Вилийской стороны, есть конкретно велосипедная дорожка, есть вело и пешеходная дорожка. Ну, там уже видно, да? Поэтому, опять же, согласно правилам дорожного движения, мы вроде бы как бы имеем право, да, кататься по проезжей части с краю, да? Справа. Ну, так как у нас движение правостороннее, поэтому мы можем ездить по правой стороне, да? Ну, опять же, там прописано то, что мы должны ездить по велосипедной дорожке. Ну, если его нету, то вы можете кататься по краю проезжей части, да, с правой стороны, и опять же, соблюдая все правила дорожного движения. То есть, давайте сразу напомню, то, что запрещается велосипедисту, ни в коем случае делать. Самое главное. Дорожного движения. Их, в принципе, 6 штук. Это первое. Нельзя управлять велосипедом без рук. Да, да. Представьте себе, да. Все мы любим кататься без рук. Витя, где ты? Второе. Витя. Да. Второе. Перевозить пассажиров, если нету специальных приспособлений. То есть детей вы можете перевозить только тогда, когда у вас есть специальное... Так, я где-то здесь видел. Кресло. Вот. Вот. В этом случае только можете. Третье. Ура! Так, ну давайте. В-третьих, запрещается, наверное, никто не знает, поворачивать налево, если более Одной полосы в одну сторону. И более, или более... более 2 полос. То есть у нас дороги практически все 4-полосные. В этом случае вы не имеете права поворачивать налево. То есть вы должны выбирать маршрут так, чтобы, опять же, если у вас появляются повороты налево, в данном случае вы опять же переходите дорогу пешочком по пешеходному переходу. И еще раз. Нет, если больше одной полосы в каждую Более сторону, 2 полос. Ну вот, если более 2 уже нельзя.
Но имеется в виду две полосы, это в ту сторону и в ту сторону. Имеется в виду, да, Да. полоса 2 туда, То есть, полоса допустим, туда. с Если Кулаковского, расширение, с как Кулаковского в таковое, сторону площади, с Кулаковского, получается, на площадь, ну, на в Ленина, принципе, на даже Лену, если если так повернуть. взять, это вообще небезопасно. Так как одна машина едет прямо, на второй полосе одна машина едет направо, и либо опять же прямо, да? И в этом случае, опять же, водитель, который справа, поворачивающего налево велосипедистов, в принципе, да, ну, либо там станет машина с поворотом налево, там грузовичок, джип, и который едет по правой полосе, водитель, он в принципе не заметит велосипедистов. Ну и вы... Ну, вообще, на дорогах, когда едете, желательно быть предсказуемым. И То на есть дорогах, опять же, почему у нас происходит дорожно-транспортное происшествие? Потому что никто не замечает друг друга. С мотоциклами это уже понятно, то что он, в принципе, точечка вроде далеко, человек вроде поворачивает, светофор горит, хорошо так, машин нету, и водитель решает поворачивать налево, там нарушая, не нарушая, да, на светофоре, без разницы. Резко появляется мотоциклист, но хотя он был точкой. Вы, в принципе, также кажетесь еще меньшей точкой. И, соответственно, произойдет в любом случае, ну, велосипед хорошо, то, что он еще более-менее маневренный, из-за этого еще вы можете успеть остановиться, хотя и у вас, в принципе, скорость тоже приличная может быть, да? И в лучшем случае, как бы, сами упадете. Ну, а в худшем уже, можно сказать, здравствуйте, скажете корпусу какого-нибудь транспортного средства. Ну и получите ушибы, в легком случае, так сказать, мягко говоря. Ну, а в худшем уже это переломы, так как, опять же, в любом случае столкновение даже при маленькой скорости с таким видом транспорта, опять же, дает о себе знать. И немножко больно. Ну, может мозга, смотря как упадете. Ну и опять же, если у вас нету защитных средств, как шлем и так далее, да, то опять же голова скажет вам спасибо потом. Поэтому, опять же, ни в коем случае не стоит пренебрегать средствами защиты, да. Шлем очень, конечно, хорошая вещь, но, опять же, вас она не обязует согласно правилам дорожного движения, но в правилах дорожного движения, опять же, есть то, что рекомендуется. Также рекомендуется у нас в правилах дорожного движения в городе носить световозвращающие элементы. Ну и, в принципе, если вы катаетесь на велосипеде, желательно одеваться ярко, чтобы вас, опять же, водитель заметил, ну и опять же предсказуемый, да. Надеюсь, все знаете, каким способом нужно показывать, куда вы поворачиваете. А можете прямо практически, Да. как будто вот вы Ну, на велосипеде в принципе, едете, наверное, да. знаете, да, то, что поднять руку — это остановиться, да. Если, опять же, у вас рука, вы никак правую там не можете там показать, что поворачиваете направо, налево, да, вы в данном случае можете просто на 90 градусов поднять левую руку, если вам левой удобно показывать, да, там, допустим, налево, а это направо. А так остановились. Ну а если у вас, опять же, оба полушария работают очень хорошо, то можно, опять же, левой рукой взять и также показать. Ну, уже предсказуемо для водителя, в принципе, он уже поймет, что поворачиваете направо, либо налево. Ну и сейчас есть очень много электронных приспособлений, да, для велосипедистов. В принципе, там даже есть для велосипедов поворотники, тормоза, все горят, да. Ну, возвращаясь к теме, то, что запрещается. Вернемся к нашим запрещается. Насчет перевозки грузов, знаете, сколько метров? Метр. Ну, да, по 50. Там, да, чтобы не торчало, тоже запрещается. Ну и самое главное, запрещается у нас переезжать по проезжей части на велосипеде. Что у нас практически 80% велосипедистов в городе Пешеходный переход. на пешеходном переходе не спешивается и проезжает. Хотя это, в принципе, занимает буквально доли секунд, но и это безопасно в первую очередь. Так как, опять же, водитель, который поворачивает налево либо направо, он не ждет человека на колесиках, который резко появится там слева-справа. Он ждет пешеходов.
Какие-нибудь Ладно. вопросы есть по этому В поводу? пешеходном переходе. Поэтому всегда сократить. Ну, сократить, может, там на недельку-два можно в больнице сократить чуть-чуть после таких катаний. Да. Ну и по штрафу, да, для велосипедистов у нас также существуют штрафы. Ну, они, в принципе, не такие больные, как у водителей, конечно, но, опять же, там всего-то 500 рублей, либо 1000. Это когда вы, опять же, нарушаете правила дорожного движения, проезжаете. Вот все запрещающие то, что вы делаете, то это уже штраф. Есть. Для велосипедистов есть. Махай. Так. Ну и насчет штрафов, да? Знаете то, что вас могут оформить, когда вы управляете велосипедом в состоянии опьянения? Знаем, да. Надеюсь, да. Всегда так было. Первый раз, наверное, красавчик. Штраф какой? Штраф не знаю, но знаю, что запрещено. Майкл, сколько штраф? Нас кого-то уже наказывают. Уже наказывали. Ну, это уже хорошо. Если знаете, как говорится, проинформирован, значит вооружен, да? Ну, А можно же спешиться и вот так рядом вести? не, ну, толкать, конечно, это не ехать. Вот толкать, пожалуйста. Можно даже в пьяном виде толкать машину тогда. Вот так получается. Не держать за руль. Колесико только подпинывать и подправлять. Не, ну да. В принципе, на велосипеде, конечно, там конкретно езда в пьяном состоянии. То есть, если вы толкаете, это уже можно сказать не езда, да? Ну, там, опять же, как у водителей нету санкции такой, то, чтобы на стоянку не ставят, вас просто штрафуют и говорят, иди пешком. На 1000 всего лишь. Ну, со скидкой еще. Может быть, возможно. Так. Ну, в принципе, по велосипедам, да, как бы все разъяснил. Но есть нюансы, да, вот. Я вот раздавал ключички сегодня, да, маленькие такие хорошие, да. Ну, наверное, все поняли, для чего. Да. Это... Ну и по защите. Не стоит, опять же, забывать не только шлем, также перчатки, налокотники, наколенники. Я вот смотрю, уже более опытные все в перчатках, да, которые уже, в принципе, не в первый раз, наверное, катаются. Я без перчаток. Скажу, ну, мне так удобнее, да. Ну и, в принципе, как бы это защищает как руку при падении в любом случае, это раз. Ну и уже когда держите руль, сами, наверное, понимаете, это долго, если катаетесь, тоже бывает, там можно натереть мозоли, да? Ну, в принципе, все. Так, вопросы? У кого есть вопросы? Есть же, вот, возвращаясь к светоотражателям, есть же современные мигалки, которые Да, ну вот красный и щас синим. очень много... Разрешено ли это или не запрещено? Разрешено. Она не запрещается никак. На даже- машинах, говорят, их запрещают ставить. В машинах? Да. В машинах запрещается светографическую схему, ну и вот такие вот моргалочки ставить нельзя. На гражданском. Они точно такие же. Ну, на велосипеде ничего страшного. Это, ну, конечно, транспортное средство, но опять же, она же у вас светографическую схему полиции не имеет же. Поставьте, пожалуйста. Был Издалека случай, когда К сожалению, я бы сейчас тоже поставил бы себе чуть-чуть. был один случай, когда на ниже Бестях велосипедисты ехали, ты там, наверное, скорее всего, тоже был. На обратный путь возвращались, и они там встали у выхода к переправе и включили вот эти все мигалки. Там у веллеров, наверное, 5 были такие мигалки. И водители останавливались там сдалека. Не, ну у кого-то там красный, у кого-то синий, да? Пускай приезжает. У нас тут синий-красный свет. Они что, короче, думают, да? Да ладно, я сейчас фонарика посвечу. Велосипед, пацаны, нормально, давайте. Да. Или такие... Ну это где-то в WhatsApp отправляли видео люди. Хорошо же, тоже профилактика. Еще есть вопросы? Так, еще есть вопросы? Есть самый главный вопрос. Всех интересует. Допустим, у многих людей, не все уже в возрасте, у всех есть права и машины. Есть этот человек, у которого есть права,
будут нарушать какие-то правила, однократно или неоднократно на велосипеде, могут его лишить водительских прав? В принципе, нет. Могут лишить водительских прав только в том случае, если у вас их очень много. Ну, опять же, вот согласно статье 11, да, 77. Ну, это в основном это по решению суда, и это, опять же, делают судебные пристава. То есть, если у вас превышает там, допустим, определенную сумму, то судебные пристава, опять же, вот это высчитывают, и, соответственно, потом уже могут написать заявление к нам, да, чтобы вас, опять же, лишить. Но это, опять же, через суд, в судебном порядке только. Мы, ну, наши инспектора, в принципе, не имеют полномочий на именно выявление, именно искать таких водителей. В прошлом году Такого вот нет. Макс Ракета, популярный велосипедист, в прошлом году его протаранил другой велосипедист в заднее колесо. И в принципе он может написать заявление в суд. Такое, если, допустим, велосипедисты часто сталкиваются, они могут как-то это оформить? Ну, в принципе, велосипед это у нас транспортное средство. И это полноценный участок дорожного движения. Они же тоже дорогие есть. Ну да. Есть по 500 тысяч здесь даже велосипеды. Но Если вот они поломаются, как это оформлять вообще? Так же. Страховки-то нет на них, по своему делу. в гражданском порядке уже только. Да. Конечно. Ну, это, в принципе, транспортное средство, но, к сожалению, вы можете сами застраховать. ОСАГО как такового нету на велосипед, конечно. Но вы сами можете застраховать, опять же, свое здоровье и, опять же, свой транспорт. Ну, имущество больше, можно сказать, да? И в данном случае вам страховая компания может выплатить. Получается, если столкнулись два велосипеда, можно вызывать гипотеку. Ну, если, допустим, даже в том случае, когда у нас самокат, вот электросамокат приравнен сейчас, опять же, к пешеходам, если человек на электросамокате сбивает пешехода на тротуаре, это уже, так сказать, действие двух пешеходов. Это не ДТП. А и на нем, на вот этих, которые в прокате электросамокаты, на них можно по дороге по краю дороги? Нет. Ну, это они приравнены к пешеходам. Но они же Соответственно, вы должны, Макс, это твоя, да? как пешеходы, двигаться на данных транспортных средствах. Конечно, нельзя. Ну, приравнены к пешеходам. А если вы, опять же, выезжаете на проезжую часть с электросамокатом, который имеет определенную мощность, да, который, опять же, по ГОСТу, ну, там 0,25, по-моему, если больше там 250 ватт, значит, опять же, водитель должен иметь категорию М, М1 для таких транспортных средств, для скутеров, да, электросамокатов. Они, в принципе, очень мощные сейчас, которые продаются, и если вы на них хотите кататься по проезжей части, соответственно, будете отвечать так же, в полной мере, как водитель транспортного средства. Если у вас нету водительского удостоверения соответствующей категории, то вам, опять же, могут оформить статью по 12.7 части 1 как водитель без водительского удостоверения. То есть штраф может быть от 5 до 15 тысяч. И также, если вы, опять же, попадаетесь с таким транспортным средством в состоянии опьянения, тоже также будете отвечать как водитель с водительским удостоверением. Вас также могут лишить водительского удостоверения, если такого имеется у вас. Если такого нету, то уже как водителя без прав могут закрыть до 15 суток. Гипотетически, вот давайте рассмотрим такую ситуацию. Допустим, велосипедист нарушает правила движения и едет по зебре. Получается, это штраф 500 рублей. Да. И получается, тут таксист, допустим, какой-нибудь киргиз, допустим, резко торопится, да, торопится, проезжает на красный цвет, не видит этого велосипедиста, который проезжает, и его давит. То есть тут нарушение с двух сторон. И велосипедист нарушил, и водитель. В таком случае что будет? В таком случае, опять же, будет зависеть от того, что насколько причинен вред здоровью, если есть вред здоровью, да. А если нет вреда здоровью, причинен только механическое повреждение, да, так сказать, просто никто не пострадал, машина там поцарапалась, колесо погнулось восьмерочкой, то, соответственно, и тот получит штраф, и этот. Тот за то, что не пропустил, а этот
за то, что не скажется. А если будет вред здоровью, то А тогда... это, если вред будет здоровью, то это будет уже рассматривать судья. И это уже будет зависеть от степени тяжести вреда здоровью. Там может быть либо административный штраф по статье 12.24, либо уголовная статья по статье 264, там, часть, смотря от вреда здоровью. Синячок считается вред здоровью? Ну, это уже. Можно попросить? Ну, это смотря какой синячок. Если вам Здесь вот, амбулаторное если лечение на 12 назначается, минут примерно, на 11 или 12 останавливается нож, потом вот эту кнопку нажимаешь. ну, круговое движение, конечно, как машина может проехать, если вам это удобно. Но опять же, не забывая о том, что вы должны ехать по правилу проезжей части. То есть круговое движение — это у нас перекресток с круговым движением называется, да? И согласно правилам дорожного движения у нас водители как должны заезжать на перекресток? С краю, да? Если хотят налево повернуть, значит с левого края. Если хотят поехать направо, значит направо. А круговое движение — это у нас бесконечный перекресток с поворотом направо, можно сказать. То есть, соответственно, водители должны все заезжать только с правой стороны, соответственно, и опять же выезжать таким же образом. Ну, Съезжаем на третьем съезде. я сказал, это перекресток с бесконечным поворотом направо. Тоже по крайней правой, да? Тут Если вы есть заезжаете, вопрос опять же, еще от Леонида, да? то должны опять же включать Мгм. правый поворотник, и, соответственно, вы должны поворачивать налево. Мгм. По круговой нам тоже нельзя же, да? Почему нельзя? Можно. Я уже вот отвечаю. Ты спала, что ли? Есть вопрос. Да. А вот, например, велосипедист едет и попадает на перекресток, и у него там велосипед резко ломается, и он там останавливается. А перекресток активного движения, тогда что делать в этой ситуации? Ну, желательно, чтобы такой ситуации вообще не было. Она произошла. Ну, она, если произошла, опять же, надо действовать так, чтобы водители вас понимали. То есть не стоит, как истукан, конечно, там встать на месте, там, ой, ждать там, пока грузовик не прилетит, да? И, соответственно, опять же, не стоит делать резких движений и так далее, да? И дать понять другим участникам дорожного движения, то есть водителям, да, в основном, чтобы они вас заметили. Первый водитель в любом случае вас заметят, если вы там остановились посередине, да? И вас всяко не проедут и не переедут. И после них уже следующие машины, конечно, будут останавливаться и опять же стоять ждать до тех пор, пока вы не уйдете с проезжей части. Ну и согласно вообще правил дорожного движения, у нас есть понятие такое, то, что нельзя создавать помех для других участников. Это раз. Также при дорожно-транспортном происшествии, если опять же вы перекрыли проезд другим транспортным средствам, и причинен только имущественный вред, да, то есть там механические повреждения, совсем царапины и так далее, то опять же вы должны быстренько выйти, сфотографировать, зафиксировать это все и отъехать на безопасное место. Ну, то есть открыть движение для других участников. В принципе, это получается тоже так же. Если вы сломались, вы опять же обязаны каким-то образом, ну опять же, чтобы водители вас понимали, перейти на безопасную сторону. Причем это нужно делать, конечно, не прям резко там, сломался, перепрыгнул, побегал туда-сюда, а аккуратно, чтобы понятно было. такое, что под камеру попадал велосипед на скорости? Я только хотел этот вопрос задать. Велосипед превышение скорости. Попадает, наверное. Я честно не скажу, но камеры, они работают автоматом. И они называются автоматическая фиксация. А если То есть, допустим, там даже птичка пролетает, она фиксирует. А если я с машины сниму ноги, сюда Вот. приклею и... Яшик сказал. Штраф придет хозяина, он потом будет разъяснять. Оператор будет сидеть автоматом, опять же, конечно, будет смотреть, следить. Это ж какая-то чудо-машина и так далее. Конечно, автоматом там фиксируется все, но в любом случае оператор сидит и корректирует. Там, получается, по большому секрету, эти камеры
не только фотографии снимают, они стоят, снимают видео. С этого видео фиксируется, берется определенный кадр и отправляется человеку, который нарушил. То есть письмо счастья, так сказать. И, в принципе, который вы тоже имеете право обжаловать и также имеете право оплатить. Велосипедистам за превышение скорости штраф не выписывают. Ну, Вот это, допустим, он нарушил. в принципе, инспектор, если это как-то определит, Ну, допустим, с помощью этого с помощью специального средства, да, то можно. Ограничения есть после этого? Ограничения Для у транспортных водителя, конечно, как средств. такового нету, но опять же вы должны ограничиваться правилами дорожного движения. На У дороге вас есть уже ограничения. правила дорожного движения ограничивают ехать так, чтобы, опять же, это было безопасно, то есть с соблюдением всех норм правил дорожного движения. То есть 40, значит 40. Ну, со скидкой то, что 20 километров там еще, в принципе. А говорили, что 59 вообще можешь. уменьшили вот эту разницу. Хотят. Хотят на 10 километров сделать. Вместо Ну, я не 20. знаю, для чего это делают. В принципе, мое мнение, это наоборот. Ни к чему хорошему не приведет. Потому что у нас есть транспортные средства, которые идут с завода. Ну, это, в принципе, расчет средняя скорость, да, грубо говоря. Это не конкретно там. Не... В каждой машине есть такое понятие, там, конкретная скорость там, и так далее. Там, усредненная, так сказать, да. Если у вас, допустим, колеса стандартные стоят, вы, да, в принципе, будете ехать примерно 60 км в час, вот с такими стандартными колесами. А если у вас, допустим, колеса либо большего диаметра, либо меньшего диаметра, то они опять же будут искажать данные, которые есть у вас на спидометре. То есть, чем больше колесо, тем больше, соответственно, у вас искажение на спидометре. И, соответственно, автомат, который фиксирует, он фиксирует стандарт, который у него настроен, а в машине у вас будет показывать 60. И вы будете каждый раз попадать под камеру. 62, 63, там плюс-минус 3, 4, 5 и так далее. Поэтому этот порог и сделали. Вот, в свое время убрали 20 км в час для того, чтобы, так сказать, усреднить человека, который, опять же, управляет транспортным средством. Ну, в принципе, от транспортного средства это, конечно, не сильно зависит. И водитель уже должен смотреть за своей скоростью, да, и знать. Например, допустим, если вы попробуете даже на спидометре посмотреть скорость, поставить GPS на телефоне подключить, да, и цифровой спидометр, они все три будут показывать разную скорость. Какая-то из них может быть более-менее стандартная. А вот камера, которая снимает, она опять же снимает именно тот стандарт, который установлен законом. То есть конкретно он уже будет вот вычислять ту скорость, которая конкретно есть, вот 40-40. А то, что у вас показывает на спидометре, это может быть чуть-чуть ошибочно, да, и нужно будет опять же корректировать. И вот эти Вот еще 20 один километров интересный у нас вопрос. убрали. Почему некоторые патрули, двигаясь в попутном направлении, выгоняют велосипедистов с дороги на тротуар? Опять же, если вы едете, как я сказал, нарушая, то, соответственно, По краю дороги. по краю проезжей части Да, вы можете. это не один раз было. Очень много раз. Ну, если тротуар свободен, то вы обязаны ездить по тротуару. А Если я у вас по-моему, нет это- возможности следовать по тротуару, то есть там слишком много народу, то вы можете опять же спокойно ездить Не, по иерархии краю это проезжей уже части. сначала получается велодорожка, потом проезжая часть, потом только тротуар. Ну, а так, конечно, желательно Если я не ошибаюсь, кататься по тротуару. наоборот, ехать по краю дороги надо, а не по тротуару. Ну да, в принципе. Ну, если, опять же, нету велодороги, и на тротуаре тоже так же вы не сможете ехать, да, чтобы это было безопасно. Нарушители там едут на 8. Ну, тротуар это же получается место для пешеходов. Ну да. Когда велосипедист едет на пешеходе, Ну, опять же, на в пешеходной правилах дорожного движения у нас прописано, Ну. что если нету возможности по по дороге, то он может на Да. тротуар.
по дороге, по краю проезжей части, либо по обочине. То есть это, допустим, там грязь, весна, там много луж, и он Вы боится уже замораться, то он может спокойно, на как бы, тротуар, да. опять же, следует по проезжей части конкретно. А у вас уже конкретно правила дорожного движения. Но опять же, там я его чуть-чуть по-другому написал. Сейчас особенно, да? Ну и в принципе у нас, к сожалению, не учитывают, когда делают дороги. Все вот эти нюансы. У нас там ГОСТ какой-то придумали в свое время и придерживается вот этого ГОСТа, который был у нас раньше. И, соответственно, по этому ГОСТу они пытаются сейчас делать дороги. Ну, кстати, да, сейчас вот часто ремонтируют дороги, там, допустим, дыры, и велосипедист едет с правой стороны, и, ну, по правилам дорожного движения он может вот эти ямы объезжать. То есть, допустим, он в яму уже не прыгнет, и он объезжает слева. Может объехать слева. Ну, а вот водитель объезжать ямы и так далее не имеет права. Не имеет. Да. Это прямо в ПДД так Ну, прописано. да, вы не должны выезжать на полосу встречного движения для объезда. Вот если стоит машина, в данном случае еще как-то смотря, ну, как это стоит, может чуть-чуть. А так, в принципе, правила дорожного движения, опять же, выезжать на встречную полосу категорически запрещено в любом случае практически. А вот как быть с этими агрессивными водителями, которые аварийные ситуации создают, специально прижимают, там, вытесняют с дороги? Водители автобуса... Опять же, не стоит конфликтные ситуации открывать, это в первую очередь. Но они, опять же, все равно понимают то, что водитель велосипеда тоже является полноценным А участником. вот они как раз говорят, что нет. Вот я недавно ехал по Дзержинского, меня в бордюру прижимали, я чуть не упал. Я поравнялся с ним на светофоре, спросил, зачем он Как это в делает. этом Он ролике. говорит, Я велосипед, да? Он говорит, ты же велосипед, едешь по тротуару. Ну да. И есть у нас, конечно, и водители, ну, в принципе, у всех категорий, да. А в этом которые, случае, если у велосипедиста есть видеорегистратор, он может обратиться в КТП? Не то, что может, он, в принципе, спокойно может пойти в ближайшее отдел полиции по территориальности, так сказать, и там уже оставить обращение. Что это будет, штраф? Ну, максимум, если наши поймают, и вы заявление до конца будете доводить, то он уже в судебном порядке. Какое-то видео доказательство должно быть или типа... Желательно, чтобы это было видео доказательство, это раз. И опять же, чтобы был... Взять телефон и как к нему прижиматься, что ли? Ну, опять же, Он его так будет прижимать? велосипед надо управлять двумя руками, без рук нельзя. Нет, хотя бы одной рукой. Если у вас... Да. Нет, сейчас продается очень много креплений для мотоциклов, для велосипедов, куда вы можете поставить телефон, либо носить GoPro-шку, ну, любую камеру, да, которая активная, можно сказать, там, на шлем можно одеть сейчас, в принципе, очень много камер и так далее. Вот ваша безопасность. Ну, то есть, если будет на видео зафиксировано, можно запросить. Ну, не только полиция. Ну да, сейчас, кстати, в крупных городах, где большой транспортный поток, активные велосипедисты специально каждый день GoPro носят подсоединенный к поwerbank, чтобы на целый день хватало. Они потом приходят домой, выгружают это в свою папку, там, 12 сентября, допустим, и следующий день уже с пустой флешкой едут. Вопрос еще такой. Водители сейчас, когда сдают экзамен вождения, на получение прав, они изучают вот эти вот статьи, которые касаются велосипедистов? Ну, это, кстати, в основном пожилые вытесняют дороги, пытаются доказать, научить. Это да, у нас есть водители категории, которые в одно время, наверное, сильно не старались этому изучать. Да. Но есть категория водителей, которые сейчас учат, и когда сдают экзамены, все напрочь забывают. Особенно если они через год управляют этим транспортным средством, то они вообще шумахеры, короли дороги и так далее. А вот ДПС же может же остановить велосипедиста? Конечно, не только велосипедиста, любого участника дорожного движения, он имеет остановить право и также оштрафовать. Всяко разное. Вот ДПС у водителя автомобиля проверяет же документы, а вот ДПС у велосипедиста что может проверить? Сверить номер.
сверить номер. Также А вот, зарегистрировать. допустим, А если номера нету? А если номера нету, то в отдел полиции здравствуйте. Это как бы... Ну, не вас задерживают для того, чтобы выяснить обстоятельства. Конкретно, ваш ли он, либо не ваш. Ну, вы опять же должны доказать то, что он ваш. Если опять же вы знаете то, что он без номера. Не, а почему мы должны доказывать, что это наш? А вот фотографии, которые в телефоне Это ваше имущество, и, соответственно, вы должны доказать, что это ваше. Ну, допустим, я велосипед... Возможно, может быть так, то, что вы катаетесь на велосипеде, который кто-то украл, сбил номер и ездит. Допустим, я вот купил велосипед. В принципе, вот любой даже просто, даже не сотрудник, да, любой И человек. мне который- на заказ, получается, сделали, и там на раме нет номера. А без номера можно зарегистрировать велосипед? Там с фотографией же делали раньше. Да, конечно. То есть Можно, можно ну, опять же, тебе в любом случае нужно какую-то гравировку сделать там, либо... Не, ну те, кто останавливает и Не хотят, обязательно номер, хотят отправить чтобы это было конкретно. в отдел, это в основном те марки велосипедов, которые популярные, которые часто воруют. То есть, если вы на каком-нибудь розовом велосипеде едете, вряд ли вас остановят, Типа чоппера. если его не украли. В принципе, там гравировки будет вот так вот достаточно. Его воришка даже не узнает, где он находится, и не содрет его болгарочку. Как доказать, что это твой велосипед? Ну, если это ваш велосипед, ну, конечно, в ваших интересах. Свои особенности. А, допустим, Да, фотографии показать свои хватит? особенности. Ну, фотографии хватит. Ну и особенности Украл, желательно. сфоткался всякий раз. Это мой велосипед. Ну, желательно, конечно, в данном случае, если вы заказываете велосипед из-под рук мастера, ну, мастер в любом случае, он оставит свою подпись. Хороший мастер. В любом случае, он поставит там где-нибудь, где даже вы не заметите свою подпись. Можно уточнить у него, не оставлял ли он подпись. Так. Что пошло, да? У нас еще другие участники лектора есть, которые хотели бы тоже выступить. Вопросы уже, надеюсь, нету, да? Все, Ага. в принципе, всех это. Документы на велосипед, почему? 5 минут. Давай после Макса, может. Или сейчас. Скоро будем. А. Не только на учет ставить велосипед. Ну, Еще, да, Леонид, мы вот, будем- Леонид, получается, все познакомьтесь с Леонидом. Он вот сейчас подошел, хочет вопрос задать по поводу ситуации. Я хочу, здравствуйте всем, недавно попал в ДТП, хочу показать саму ситуацию, и если у вас будут вопросы, зададите мне вопросы, но у меня будут вопросы к инспектору и вопросы к медику. Хочу услышать от них, что нужно делать и что не нужно делать. Вот. Что Двигался... правильно и что неправильно. Ну, что нужно в такой ситуации делать надо было, что не надо было. Двигался я по перекрестку Курандатовского на зеленый свет, прямо по главной дороге. Машин выезжали с правой стороны 3 машины. Первая выехала, я приближался к этому выезду, да. Вторая выехала, третья подъехала. Водитель точно так же, как и все остальные, посмотрел направо, налево. И когда я приближался к нему, получил удар. Ну, там скорость где-то была 35-37 км в час. Удар я получил сюда и сюда. А машина какая была? Машина, ну, какая-то легковая. Нет, легковая, да. Вот. Грубо говоря, удар был здесь. Вы оказались. Оказался я вот здесь, да. Вот. А, нет, велосипед улетел, да, велосипед улетел. Я вот в таком положении. Да, вот в таком положении. И скорость была незначительная. Ну, я ехал со скоростью 35-37 км в час, то, что я последнее помню. Сразу же я пытаюсь встать, ноги меня не слушаются вообще. Голова очень сильно болит. Это уже... Ничего не понимаю, что происходит. Я же говорил, крестик надо носить. На этом все. Да, на этом пока все. И вот у меня сразу же вопросы первые, наверное, к медику. Что нужно делать в такой ситуации? Ноги у меня не двигаются.
прошло где-то 2-3 минуты. Я их не чувствую. Так, сейчас Максим Варламов, он является волонтером-медиком, а также, получается, представитель ОНО как спасатель. Да. Да. Всем добрый вечер. Что делать в такой ситуации? Как вы думаете? Вообще, что тут самое главное? Проверить, вообще шевелятся ноги или нет? Нет. Самое главное сделать показать, что ты Это второе. Тут уже близко. Самое главное, если человек получил какое-нибудь ранение или какое-нибудь повреждение, то он должен не двигаться. То есть нам не надо пытаться вставать, там, повернуться. Как упали, в таком положении и лежим, или сидим. И, опять же, если вы упали, есть тут нюансы, конечно. У нас люди как автоматически пытаются вот встать, да, сразу же. Потому что, ну, как бы боимся, и мы лежим, это уже у нас организм отторгается и начинает там пытаться И сам. он же лежит на дороге же. Мозги включаются у нас таким образом, чтобы инстинкт срабатывает встать, да? Что в принципе нельзя, даже если в машине попали в дорожно-транспортном происшествии, если вы там соскользнули и так далее, и лежите там между этих, это тоже нельзя. Ну, также в этом же случае, опять же, лучше, если вы упали в одном положении, допустим, на бок там, вот в один бок, либо на спину, либо на живот, лучше лежать. Это, во-первых, да. Ну и во-вторых, когда вы, допустим, пытаетесь встать резко, там, обернуться и так далее, в этом случае вы можете себе еще больше причинить вред. Это когда вы падаете как пешеход, либо когда сидите в машине, в кресле, пристегнутый ремнем безопасности, если вы пытаетесь шевелиться, вы можете себе еще сделать хуже. Поэтому ни в коем случае нельзя там. В первую очередь надо сперва осознать, что вы упали, и принять. И подумать, где болит. А болеть будет потом. Не сильно, сразу говорю. Потому что сам падал, самого сбивали несколько раз. И поэтому ни в коем случае вообще этого делать не стоит. Надо сперва понять, где болит и как болит. И потом уже начинать делать какие-то действия. А какие действия? Максим, вот Максим. скажет. Вот ДТП, оно свойственно оно свойственно тому, что человек получает различные травмы. То есть, возьмем пример. Человек, например, спускался по лестнице. Он, например, споткнулся и упал, то есть кувыркаясь. В этом случае он должен лежать точно так же, как и в ДТП. Бывали такие случаи, когда человек с лестницы падал, он потом вставал, отстряхивался, шел дальше, и какое-то время он уже во второй раз падал, и его полностью парализовывало. Потому что, когда человек падает или получает ДТП, он может повредить позвоночник. И когда человек пытается встать и пойти дальше, то этот позвоночник может повредить спинной мозг. И таким образом могут парализовать нижние конечности и даже верхние конечности, смотря где была травма. Да, вот. Даже с высоты своего роста можно получить такую травму. Да. Что надо делать? В данном случае, вот именно в данном... Самое первое, что надо делать? Самое первое, надо вызвать скорую помощь, не терять время впустую. Самое эффективное — это обратиться к определенному человеку и сказать: вызовите скорую. А то если говорить вызовите скорую, то никто может даже не вызвать ее. Леонид, у тебя была такая возможность? Телефон был под рукой? Нет, у меня не было телефона под рукой. Ты мог бы... Как бы у меня голова не соображала, что нужно там что-то вызвать, чего-то. Меня больше всего беспокоило то, что я не чувствую ноги и не могу ими управлять. Вот это меня больше всего беспокоило. И второй нюанс, то что может начаться головокружение, и когда человек не понимает, что происходит, он может потерять сознание, тоже риск. То есть надо самого себя успокоить. В любом случае, в шоковом состоянии мозг у нас имеет свойство, опять же, естественно, отключаться. Шоково. Перезагружает человека. Тупо даже человек травму не получил, но получил шок. Очень хороший. У нас, лично я раз 5 такое видел. Когда водитель сидел, вроде приезжаешь,
нормально вроде общается, как бы пытается там что-то сказать, и потом, ну, вы, допустим, А он- там застряли, и он такой, Мгм. где? И А он вот лег и там вызывает, кому-то говорит, что Да, вызвали желательно- скорую, и он так должен лежать. да. Желательно попросить человека, который... Ну вот, в да, первую очередь- допустим, Дальше вот что нужно делать? нет, допустим, смотри, Макс, Леонид вдруг увидел какого-то человека, допустим, да, Который Инну, прошел. и попросил ее помочь, попросил позвонить в скорую помощь. Ее алгоритмы действия. Ее алгоритмы действия, во-первых, она должна достать телефон, набрать скорую помощь. Какой телефон? iPhone, свой телефон. Ну, номер, какой телефон? 103. Угу. Вот мы позвонили номеру телефону и сразу ставим его на громкую связь. Смотрим по сторонам, в безопасности ли мы, потому что мы можем побежать человеку, и тут вторая машина может прийти и сбить. Ну вот в том-то и дело, что я отлетел на другую проезжую на часть, да, и проезжую машины часть едут бежит. на меня. Я это понимаю и пытаюсь Искать не могу. уйти как-то. Я не из-за того, что хочу дальше ехать, я понимаю, что я ехать не могу. Вот. Мне получается это делать не нужно. Запрещено. Ну, Дальше. пострадавшему лучше же Лежать. лежать и Да. просить человека, который, опять же, первый подошел. Ну, либо это бывает в основном водитель. Водитель тоже бывает в шоке, он тоже может не понять, что произошло. Ну и опять же защитная реакция сработает, он будет стоять, я не виноват, простите, извините, простите, стоять очень долго. Чтобы такого не было, опять же, второй человек в любом случае кто-нибудь да подойдет. Ну и в принципе будут стоять очень много свидетелей, которые будут стоять, смотреть и опять же с телефоном снимать. Вот их можно попросить кого-нибудь. Ну и там все равно окажется один человек, который возьмется за это дело и позвонит Максим, в скорую помощь, либо в полицию. Короче, вот Макс, после звонка что? звонок, она звонит, говорит адрес, да? Да, в первую Да, очередь адрес надо говорит, сказать адрес, сколько пострадавших, что случилось, то есть какие травмы, то есть это произошло ДТП, например, Угу, и человеку какой пол, какой возраст, угу, и телефон должен именно выключить сам оператор, а не мы. угу. То есть мы не стоим такие и рассказываем, мы телефон взяли, на громкую связь поставили, положили и начинаем оказывать помощь и заодно говорить. Вопрос к сотруднику ГИБДД. Треугольники нужно ли ставить, если у него нету? Опять же, у велосипеда треугольников нету, но согласно правил дорожного движения, водитель, который попал в дорожно-транспортное происшествие, обязан выставить дорожный знак, включить аварийный сигнал у себя на машине. Но на То своей есть, стороне он сделает, а на его стороне он же на встречке. ну, Тоже на его стороне, надо опять же, что-то он должен поставить дорожный аварийный знак, Это у него два треугольничек, знака должно быть? на расстоянии в городе 15 метров, чтобы обеспечить безопасность. У нас в городе все водители ставят Да, этот 2 дорожный метра, знак и всё. буквально в 2-3 метрах. Вот этот дорожный знак ставится именно до 15 метров, для того, чтобы обеспечить безопасность в общем. Для того, чтобы знали те люди, которые, опять же, едут там, да, там. Допустим, первые машины не будут стоять, а другие водители, которые с той стороны, они не видят то, что там происходит. Они думают то, что, ой, кто там встал, ай, негодяй, я поеду на встречку, и начинают выезжать. Что, в принципе, у нас и делается в 99%. Ну, короче, в таком случае кто-нибудь второй либо третий человек останавливает водителя, просит у него на время треугольник, возможно, в транспортном происшествии выставить аварийный знак, Можно вопрос? включить сигнал. Когда по работе спасаю людей, там запрещено вообще мимо проходить. А есть закон такой, что, например, сбили велосипедиста, и мимо проезжает машина и не останавливается. У них будет в таком случае какая-то ответственность? Ну, допустим, уехал автомобилист, который сбил, и остальные мимо. У нас Нету, да? законодательно такого нету, да? То есть, Но кто, так сказать, поможет, тот поможет. и всё. кто поможет, тот поможет. Плохо. Ну, это очень плохо, конечно. Законодательно, в принципе, тоже, опять же, так не делают, к сожалению, да? Но это, опять же, на совести человека, который, в принципе, у нас управляет транспортным средством, да? У нас есть водители, которые, в принципе, останавливаются, но есть водители, которые, опять же, не останавливаются. Мгм. Большинство.
Ну вот, допустим, треугольники нашли, поставили. Человек, который позвонил, да, он позвонил в скорую, скорая уже едет, он подбегает к Леониду. Да, и дальше действия какие? что ты спрашиваешь у него? Самое главное оценить вообще ситуацию, вообще Да. посмотреть руки, ноги, сделать быстренький осмотр. Показать. Если имеется кровотечение, то нужно его остановить. Его можно остановить подручными средствами, это, например, бандана, это можно Можешь взять, последить? разорвать футболку. Через каждые это 12 можно, секунд останавливается запись. какой-то Нужно вот одежды эту остановить, кнопку. или можно снять ремень, например. 12 минут. Но при ДТП самое эффективное, я бы сказал, это подойти и большим прижатием зажать артерию. Это смотря какой кровь. Да, это смотря какое кровотечение. Кровотечения нет. Зажать сосуд, ну, если он есть. Далее попросить водителя принести жгут, потому что в автомобиле аптечки всегда есть жгут. То есть мы пальцем прижали, человек бежит со жгутом, с ним начинаем накладывать жгут. Простой жгут, он обычно накладывается на поверх одежды, чтобы не повреждать кожные покровы. В нашем случае кровотечения нет. Далее мы смотрим за состоянием человека, то есть если он в сознании или без сознания. То есть в нашем случае человек в сознании. Да, я в сознании, ага. Просто не чувствует там. Если он без сознания, тогда мы должны спросить, с вами все в порядке. Если он, например, без сознания лежит, то мы должны проверить пульс. Пульс проверяется 2 или 3 пальцами. Большим пальцем нельзя проверять, потому что мы можем почувствовать свой пульс. Мы берем 2 или 3 пальца и уже по магистральным сосудам уже мы должны определить пульс. Тут можно хорошо найти, если хорошо прощупать пульс. Можно, если, например, не находится, можно 2 руками найти, так попытаться. Далее мы должны посмотреть, есть ли дыхание или нет. То есть мы правой рукой кладем... На Леониде можешь показать? Леонид, можешь лечь? Правой рукой мы кладем на лоб. Далее 2 этими пальцами мы зажимаем нос. Теперь левой рукой мы приподнимаем подбородок. Вот так. Таким образом открываются дыхательные пути. И в течение не более 10 секунд мы должны наклониться и посмотреть на грудную клетку, она поднимается или нет. И также одновременно слышать, дышит человек или нет. Больше 10 секунд не надо на это тратить, потому что это будет неэффективно, каждая секунда на счету. Предположим, что у человека нет сознания, нет пульса, нет дыхания, тогда что делать в такой ситуации? Надо предупредить скорую помощь, что начинаем делать сердечно-легочную реанимацию. Вопрос. Зачем мы делаем сердечно-легочную реанимацию? С какой целью? Чтобы восстановить жизнь вашу. Ритм сердца восстановить. Да, ну, частично правильно. А вторая причина? Додержать до момента приезда скорой. 5 минут делает, устает и говорит, это неправильно. Я вижу свет в конце туннеля, да? Мы как будто берем роль сердца и легких и должны спасти человека. Бывают такие случаи, что человеку становилось плохо в лесу, и люди безостановочно около 6 часов беспрерывно делали сердечно-легочную реанимацию. Такой случай был, и в таком случае помню историю, когда человека спасли. Предположим, то, что мы одни. Тогда что мы делаем? В первую очередь мы должны снять стеснительную одежду. Ну, в данном случае нет одежды. Ну да, я в таком состоянии был. Если это рубашка, берем и разрываем полностью. Если есть ножницы, например, то можем разрезать. Далее, если есть ремень, то его можем расслабить. А если это девушка? Если есть галстук, то можем расслабить. Если это девушка? Галстук все равно. Находим галстук, одеваем девушки и снимаем. Но самое главное, чтобы нам не мешало делать сердечно-легочную реанимацию. Тут уже в приоритете спасти жизнь человека. Все, наверное, знают, да, как ее делают? Нет? Если нет, то, Максим, покажите. Да, как делать? Как и сколько раз нужно это все делать? Самое главное это время.
приоритет — это жизнь человека. На все про все нам дается всего лишь 6 минут. Всего лишь 6 минут. Как произошло ДТП, нам дается 6 минут. После 6 минут клетки мозга, уже нейроны, они уже начинают... Степанович, сегодня тема будет заключаться, как уберечь свой велосипед от вообще кражи. Вообще велосипед для каждого является вообще транспортом и его личным именно имуществом. И ему нужно относиться очень бережно. Также вообще с таким не сталкивался. Я больше, наверное, сталкивался инспектор дорожно-патрульной службы больше с этим. В таком случае больше вреда могут нанести сотрудники дорожного ДПС, да? Да. Самому велосипедисту, ведь он может упасть, не посмотреть, допустим. Конечно. Нет риска вот. Конечно, всегда есть. Это уже оценочный характер, как вообще сотрудники полиции будут уже действовать. А если, например, человек украл велосипед, и хозяин одолжил у друга другой велосипед и специально сделал ДТП, тогда он же тоже берет... Еще раз. Что за бразильский сериал? Вот, например, два друга стоят, у них есть оба велосипеда. И какой-то третий левый человек берет, и один велосипед этот крадет, и начинает на нем убегать. Тогда друг, он берет свой велосипед, едет к нему и совершает ДТП специально, чтобы остановить. Тогда его друг будет иметь ответственность. Нет, ну тут уже какие увечья он получил. Ну, он же От вреда зависит. от вреда здоровью. Каждый у нас есть, например, причинение вреда здоровью, например, нанесение побоев. Нанесение побоев — это, то есть, я человека ущипнул, например, он физическую боль почувствовал, он может уже обратиться в полицию, например, если у него есть. Если человеку, например, нанесли какие-то там резаные раны, там, ну, ушибы тоже, там, некоторые ушибы тоже относятся к нему. Это уже легкий вред здоровью. Все переломы — это уже средний вред здоровью. Тяжкий вред здоровья — это уже, ну, там, мы не знаем. Закрытая черепно-мозговая травма, там, трепанация и так далее. Подсиделом бить нельзя, да? А? Подсиделом не надо бить. Подсидельным старем. Ну, с такими ситуациями, как вы сказали, я с такими никогда не сталкивался. Что там погони за кем-то, обычно к нам приезжают. Бесхозных велосипедов тоже очень много. Так, держи, что-то холодно стало. Бесхозных велосипедов тоже очень много. А что с ними делают? В отдел полиции доставляется и там Если они своего пристегнутые? хозяина. Ну, то есть, если он ворованный, мы, получается, проверяем через центр у нас есть такой, где там база данных, где мы можем узнать, данная вещь краденая либо не краденая. Вот на автовокзале я видела пристегнутые и без колеса стоят. Без чего? Без колеса сняли. Ну, пристегнутые. Вы же не знаете, что это владелец взял колесо. Идет в шиномонтаж, может, у него там колесо сдулось. Интересно, разрешается ли велосипеды помещать в помещении? Нельзя, только... Это зависит от хозяина. Все электрические вещи, там сзади будет. Просто пока штраф никаких толков нет, Даже бывает, что тоже цепляют на балконах. Максим? Цеплять нужно очень надежно, если оно полетит кому-то, упадет. Да? Тяжеловато. Все, есть вопросы еще? А вот, например, у велосипеда сменяется рама, например. Тогда раму уже надо регистрировать. Да, мы заменяем. Тут вообще при приобретении каких-либо рам
ибо у тяжелого вообще велосипеда, смотрите, Договоримся, ведут закон, что запрещено будет травмам ездить. к сотруднику обратитесь, регистрируйте. Все, собираешь? Велосипеде. Еще какие-то вопросы есть? Скажите, а вот за прошлый год у вас есть статистика возвращения великих? Ну, холодает. Какой процент? Нет, я не могу сейчас сказать вам. Там, по-моему, вампир идет. И что ты хотела, да? Ага. По замкам сказали же, да? Какие типы замков там и так далее. Берегите себя и свой велосипед. Мгм. Спасибо большое. Может там на фоне города? Мгм. Сфоткаться хотите, да? Давайте общее фото сделаем. В Хатыни, это было 12 мая. И там как раз таки рассказывали о том, что вот УАЗики проезжают, через 5 минут загорается трава, далее она может перейти в деревья, это уже начинается верховой пожар. То есть он начинается с низового, переходит в верховой. А если же вы едете на велосипеде, то вы никаких вот этих вот, что ты хотел сказать, да? Вот верховой пожар, он вообще очень опасный на самом деле, потому что его скорость может достигать 40 км в час и больше. И даже рассказывали, когда тушили пожары, что когда белка бежит от верхового пожара и прям верховой пожар быстрее белки, это прям очень опасно. Так, и получается, когда на автомобиле люди ездят, они, ну, как бы едут и курят сигарету, и тут же выкидывают окурок, поэтому от окурков очень много пожаров случается. Если же вы на велосипеде, то, как правило, велосипедисты, когда курят, они останавливаются. Они останавливаются, покурят там, затушили и, ну, как бы в безопасное место выкинули. Поэтому велосипед с этой точки зрения тоже очень безопасный. И кроме этого не забываем про выделение вредными веществами. Допустим, да, сейчас вот люди ходят в городе, и вот этот запах, который стоит, он вообще вреден для дыхания. Мы сейчас выехали на природу, вы, наверное, сами чувствуете, что когда вдыхаете полной грудью, то воздух более-менее свежий. Если вы уедете куда-нибудь еще дальше, на 16 и 26 километр Лисского тракта, там воздух еще будет лучше. Нет, свалка вообще-то на 9 километре. Ну скоро, еще не перенесли. Хочу еще дополнить с медицинской части, то, что велосипед это вообще отличный вид транспорта, потому что благодаря нему идет профилактика гиподинамии, то есть недостаточности физических нагрузок. Столь в современном мире это достаточно актуально, когда человек долгое время находится в офисах, когда работа может занимать большое количество времени за компьютером, это создание, например, презентаций, видеороликов, например, документов, это достаточно актуальная тема. Также, кто знает, сколько шагов должен делать человек каждый день? Совершенно верно, 10 тысяч шагов. И благодаря велосипеду это сделать достаточно легко, потому что, грубо говоря, одна прокрутка, это может считаться даже в размере одного шага. Ага. И также хочу уточнить такой лайфхак, когда человек ездит по городу, там где ездят машины, то он дышит выхлопными газами. Также бегуны, легкоатлеты, когда бегают возле машин, они дышат углекислым газом, а также выхлопными газами. Это очень вредно, особенно когда человек занимается физической нагрузкой, когда у него частота дыхательных движений увеличена, когда человек хочет потреблять большое количество кислорода, это очень вредно. И он имеет накопительный эффект, и в старости, конечно же, могут начаться различные осложнения и заболевания. Для предотвращения этого очень хорошо ездить по лесной местности, как мы
забрались в РД-парк прямо сейчас, как вы проехались по парку, это очень полезный метод. А также советую, если вы, то есть рекомендации, когда вы ездите возле того места, где ездит машина, можно взять бандану и закрыть вот так, можно сказать, свой рот и нос. И таким образом будет поступать меньше количество выхлопных газов, это раз. А во-вторых, можно также увлажнить, и увлажненная бандана будет еще лучше защищать от выхлопных газов. Также есть такая популярная вещь, как баф. Наверное, многие велосипедисты, лыжники, бегуны знают вот такую вещь. То есть, допустим, если грузовик проехал, а у него этот дизель, то есть они вот с легковушек берут масло, отработку себе в движок. Они обычно, когда газуют, у них черный дым. Вы сразу вот так вот поднимаете баф, и получается и меньше дыма попадает в лицо. И еще бонусом могу сказать, то, что бандана она защищает кожу лица, то есть туда меньше... Как этот? Хотя рассказал что-то интересного. На какую камеру смотреть? Я вот глаза бегают. Один туда, один сюда. Штраф получили. Если сегодня успеем оплатить, дешевле будет. Чуть-чуть поближе. Вот так. Ты ложишь, что ли? Да. Готов? Эксклюзивная фото. Раз, два, три. Есть? Да. Еще раз. Да. Есть. Хотим авторитетное мнение узнать об этой акции. Замечательная акция. На самом деле, то, что у нас сейчас произошла встреча сотрудников полиции, волонтеров-медиков и велосипедистов, это замечательно. Налаживаются какие-то связи, может быть, в последующем будут интересные проекты с твоей помощью и с твоей инициативы. Надеюсь. Спасибо. Круто. Ага, говори. Как там сердечко делается? Кaf. Все Нет. было вот так. Ну, вообще мнение вообще, что думаешь об этом мероприятии? Хорошая была встреча, побольше таких. Хорошая погода, хороший коллектив. Все было вот так. А темы интересные были? Тема интересная, кстати, да. Актуальные? Актуальная, да. Кое-что новое узнал. Так что не зря встреча была. Даже для тех, кто давно катается. Угу, спасибо. Погнали. Погнали. Так, во-первых, поздравляю с приобретением нового велосипеда. Надеюсь, тебе он доставляет кучу удовольствия. И, во-вторых, как тебе вот это мероприятие? Мероприятие вообще, я даже не ожидал, что будет так классно. Во-первых, весело, у представителей ДПС юмор вообще на высшем уровне. Мне понравилось очень. Ну, и во-вторых, эта обстановка такая дружественная, приятная, добрая. Все друг друга слушали, не перебивали. Много чего нового узнал. По крайней мере, как спасти можно человека. От Максима совет. Очень хорошее мероприятие. Всем советую на такие мероприятия чаще собираться. Спасибо. Так, перед вами экстремальный велосипедист. Катает уже несколько лет. В этом году приобрел двухподвес и посетил это мероприятие. Что вы узнали нового? Много нового. Про ПДД и про скорую помощь. Ну, первую помощь. Про защиту велосипедов. Ну, защиту велосипеда, про первую помощь человеку. Ну и в целом как? Отложилось? В целом, еще надо. Еще надо.
На какие темы хотели бы мероприятия следующие? Не знаю. Спасибо. Хорошо, что такое мероприятие проводится. Сполучение команда становимся командой. Как сказать еще? Ну, знакомство там. И со старыми знакомыми тоже увидеться. Ну, хорошо. Участвовать в таких мероприятиях. Вам очень понравилось, да? Да. Спасибо. Так, и новая участница. Представьтесь. Яня Ругуяна. Ага. Мне понравилась часть медицины. Очень познавательно и полезно было. И на практике все показали. Спасибо. Пожалуйста. Так, и человек легендарный в нашем сообществе, да, Амброс. У него, кстати, второй ник появился. Какой там у тебя новый ник был? Какого у меня там второго ника? Что-то там за 5К, что-то там. А, Фокстерьер, что ли? Фокстер 5К? Да. Ну, в целом вообще, вы сегодня приехали, получили новые знания или нет? Да, получил очень много, особенно этот искусственное дыхание, это как его, как это называется? Непрямой массаж сердца. Да. Вот это вот я точно не знал. По ПДД, но в основном все знал. Так, в общем, мероприятие понравилось. Надо бы побольше таких мероприятий, то сейчас новых тренеров очень много стало. Ну да. Вот. Что еще, все? Спасибо. Так, сейчас нас спереди ждет Виктор Бессонов с Майклом. Да, они спереди. Я попросил их подождать нас. Нет, они там вот ждут нас на входе. Все, погнали. Я знаю, это хорошее чувство, когда пробуешь на 200. Мы за Мистером Чао поехали. Они домой поехали, а мы до дома проводить хотите? Есть эти фотографии этого называют? Ну давай говори, что это за грибок на голове у тебя? Расскажите нам, пожалуйста, об этом своеобразном пакетике. Что за грибок на голове? Да, конечно, немного теплее. Там тепло, за руку даже там холодно было. Это случайно не косплей на грибка из Марио? Ночью был Мы оттуда, получается, Ну Марио спустились. же. Марио грибок же есть. До перекрестка, была получается, строительного почти доехали. Нет. Пока стояли, нам потихоньку жарко начинало становиться. Ты же сегодня лекцию провел, надо, вон, видишь, ты уже лекцию, я в эту херню. Все нормально.
Конкретно вас?